Смотрите, 32 504. Гражданское сообщество предложило площадку для всех активистов и депутатов, на котором участники обсудили не только прошедшие выборы, но и поговорили о дальнейших шагах по избирательному законодательству. В ходе дискуссии было выдвинуто 3 предложения. Первое – это снижение избирательного порога до 1%. Это, по мнению специалистов, позволит в корне изменить всю парламентскую систему. Второе – снизить избирательный залог с 5 миллионов до 1 миллиона сомов. И третье – усложнить процедуры заполнения формы номер 2, а именно проводить регистрацию по этой форме до агиткампании. И самое главное, по статусу общественных наблюдателей, к сожалению, мы должны признать, что независимое наблюдение было некачественным. Граждане не могли получить оценку независимых наблюдателей вовремя по всем периодам. И самое главное, это ужесточает процесс, то есть не дает возможности наблюдателям оспаривать итоги голосования. В Джоркенеше не раз происходили баталии между депутатами по поводу всех этих 3 пунктов, предложенных активистами. Однако в большинстве случаев инициативы так и оставались на уровне комитетов. Большинство нардепов не поддерживали поправки. Одним из инициаторов был лидер партии Бирбол. По его словам, надо признать, что в 6-м созыве одни подхалимы, которые привыкли принимать такие решения. Biz anın жиынтыгын көрдік. Шайлоодо бұл 7% bir топ көп екен. 7%ды біз 6-шы соттың депутаттары қолдап бергенбіз. Анын içinde мен дағы бармын. 5%, 3%ды қолдағандардың біреусімін. Бирок ошол мезгилде тилекке каршы ошол палатадагы мындай атмосфера 9-дан 7 деп туруп алышкан. Айласыдан біз 7-ни колдогонго аргасыз болгонбуз. Участники также говорили об участии на повторных выборах 3 провластных партий. По мнению членов общественного диалога, кандидаты этих партий не имеют морального права участвовать на повторных выборах. Морального не имеют, однако конституционное право у них есть. Поэтому иллюстрацией должны заниматься сами граждане. Общество должно учиться на своих ошибках, считает депутат Эмирбек Текебаев. Каким образом? Если народ откажет им доверие, не проголосует, люди, партии, в составе которых это люди, одиозные люди, известные люди, они не пройдут. Очищение, то есть люстрация должен идти вот таким образом. Но среди них есть просто простые люди, да, которые популярные, имеющие авторитет в том или ином регионе, которые были вынуждены войти в эту партию. Гражданское сообщество верит и надеется, что предстоящие повторные выборы пройдут открыто, прозрачно и без особых нарушений. И в Джоркенеш придут достойные кандидаты. Однако для этого инициатива о снижении процентного порога, уменьшении избирательного залога, а также ужесточение регистрации по форме 2 должны быть одобрены парламентом. В то же время активисты настаивают о необходимости внедрения преференциальной системы голосования. Новым лицам, людям, которые известны на всю республику, получать голоса всех граждан в Кыргызстане. Это будет единый округ в Кыргызстане. И это позволит нашим кандидатам не участвовать в рамках определенных законодательств, когда человек должен идти куда-то на свой участок, да, в село и доказывать, что он достоин выбора населения. Да? Завтра планируется заседание парламента, на котором нардепы обсудят поправки в избирательное законодательство и назначат выборы президента. Айдон Атбекова, Гульчиро Казымхулов, Нью ТВ.